Создание, эксплуатация, совершенствование системы топливно-энергетического комплекса, а также сферы ЖКХ. С такой задачей в этом году было создано новое министерство в региональном правительстве. Так, за неполный год утверждена новая программа развития газоснабжения и газификации республики. А благодаря сотрудничеству Ингушетии и Газпрома уровень газификации республики достиг 79%. Если говорить о водоснабжении и водоотведении, то деятельность в этой сфере осуществляют 3 ГУПа. Эти предприятия являются убыточными, и был создан единый оператор. Мы не будем делать его структурным подразделением. Нам легче энергетики будут контролировать финансовые потоки, которые идут на одного оператора, то есть на единого оператора. И руководство единого оператора более будет подконтрольно действия единого оператора для субъекта нашего. Сбор будет у единого оператора с населением. Так сколько ему надо контролеров-то? Мы сейчас сделаем единый расчетный центр, вот как в Москве есть такой единый платежный документ. Но это будет все электронно? Электронно. Во-первых, у нас в республике... Надо уйти вот этих квитанций, вот этих. Ну, у нас разное поколение, да. Некоторые любят ходить на почту, платить. Некоторые любят в Сбербанк пойти. Молодежь более там приложениями оплачивает. Я вот эту идею поддерживаю, потому что единый, пусть он оператор будет, пусть он будет ГУП, лишь бы с одного человека или коллектива спрашивать. Поэтому мне очень важно, чтобы выработан был алгоритм вами. Министр также сообщил, что утверждена программа консолидации на базе ГУПа «Водопровод канализационного имущества», находящегося на балансе этих 3 предприятий – муниципальных образований, а также бесхозного имущества. У нас порядка 3000 объектов по водоотведению и водоснабжению. Бесхозных порядка, там, может, 20%. Мы все это сейчас инвентаризацию уже провели. Сейчас надо сделать оценку. Мы сделаем оценку, посмотрим, где что надо. Есть план мероприятий, где как в фонде капитального ремонта, да, кажется, какой подъезд в первую очередь, какие трубы первые. У нас 60-70%, в основном 90% всех линейных водоводов, у нас где-то 60-70% на износе. И, соответственно, вот этот график замены, это все будет делать единый оператор, и он должен мероприятие готовиться, ну, понятно, совместно с министерством. По нашим расчетам, срок где-то с учетом увеличения численности населения нашим, среднестатистическим, где-то до 3 лет, 2,5 до 3 лет. Можно все это сделать. Ну, эту всю работу, я считаю, что нужно сделать, пока есть возможность по нескольким федеральным программам, целевым программам. Вот сейчас, 8 декабря, вот у меня с собой есть постановление, вышло 2253 по фонду развития территорий, так называемый. Фонд ЖКХ закрыли по содействию ЖКХ. И сейчас новая, вот 8 подписана новая программа. Вот я хочу туда слетать, фонд развития вот этого. Надо методически у них взять. Мы часть материала уже отправили туда. И, соответственно, Минстрой хорошо прорабатывает. Я знаю, что Минстрой неплохо и хорошо работает, тесно работает с вопросом чистой воды по нацпроекту экологии, неплохо работает. Ну, сейчас есть еще одна программа, что связано с ЖКХ, уборка, называется уборка территории, есть такая программа тоже. Но эти программы, я считаю, что нам надо больше туда влазить, в эти национальные программы. Махмуд Али Калиматов отметил, что Ахмед Лалухоев лишь недавно возглавил ведомство, но руководитель республики рассчитывает на профессионализм министра, поскольку от работы ведомства напрямую зависит комфортное проживание жителей республики. Вода, тепло в доме, свет – все это жизненно важные ресурсы, контроль за пользованием которыми находится в ведении министерства. Я просто полагаюсь на вас, хочу, чтобы вы вникли во все эти вопросы. Потому что хозяйство у вас расстрельное, честно говоря, я знаю, что это такое. Вот. Раньше я просто надзирал за этим и знаю, что социальный блок – это проблема. Поэтому полагаюсь на вас, да, эту боху. Мне самое главное, нам хотя бы к маю месяцу концепцию точно знать и уже шаги делать в этом плане.
Еще одно приоритетное направление работы Минэнерго Ингушетии – это расширение использования природного газа в качестве моторного топлива, а также электроэнергетика. В рамках прорывных проектов решен вопрос строительства в регионе солнечной электростанции мощностью 6 мегаватт. Уже достигнуты соглашения с потенциальными инвесторами. Реализация проекта позволит создать 13 рабочих мест и дополнительный источник генерации электроэнергии. Муслим Ганиев, Новости 24.